были в Якутии, да? Да, Бандар Лама бывали. сказал сегодня утром, что, оказывается, вы На посещали открытии, Якутию. по-моему, да, нашего такого? На открытии доктора. Не раньше. Раньше, да? Мгм. Ну, бывало что. У меня там брат живет. Долгое время прожил, и я у него гостил. В Якутске он живет, да? Да? Родился с нами. Хорошо. Ага. Ну, на каникулы, когда сын не приезжал, я с ним на прогулку. Это был март, было очень холодно. Нет, уже весна. Весна, мы радуемся. Вчера ты Мгм. Нам очень интересно рассказала уже. Мгм. Прямо очень. Да. Мгм. Полностью такое представление обо всем. О буддизме, о университете, об исламе. Хороших студентов вы готовите. Парень с Перми. Да. Сколько? Где-то около 100. Во всех 4 пропусках. Да. Общее число студентов около 100. И 8 лет обучения. И ребята с разных регионов. Возрастных ограничений нет. При поступлении мы как бы требуем, чтобы человек был с неполным средним образованием. Хотя бы. Да. Чтобы потом мог что-то. Если вдруг не получится, или я не знаю, как что-то. Другой силы. И только мужчины, да? Да, пока, к сожалению, только мужчины. Да, да, да. А почему пока? Да, 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 есть. Да. Есть дети наши. У нас здесь только пока. Но здесь условия, если девушка содержать, им нужны соответствующие условия отдельные, чтобы они так могли учиться, да, и в традиции особо как бы у нас не было. Мы сейчас вот хотим возродить традиционные, а уж потом. Пока говорю, что потом я на будущее не могу ничего сказать. А так много претендентов приходит или же желающих звонят, спрашивают, обучается ли ваш девушка. Ну, в Якутии, да, был, прямо, он не якут. Он выходит отсюда, ну, как обычно, там, родители где-то там работали. Был парень, но пока он ушел. Других пока еще нет. С Алтая были ребята, ну, один парень получился уехать, в Хакасии. С Тывы много, сейчас они учатся, в Калмыкии. Ну, это хорошо. Да. Регион. Университет, он на территории России он один. Но также в этом в Забайкальском крае, в Альбинском, в Дацане есть академия. Но у них профиль больше на медицинский уклон. А так, если философию, то приезжает к нам. Помимо этого университет занимается такими проектами, как бурятский язык. Ну, вы сами знаете, что бурятский язык сейчас в республике и везде он в отчаянном состоянии. Рассказывали, да, ну да, и поэтому для поддержки этого языка, да, это получается культура и воспитательная часть и так далее. И 6 раз в году, в учебном году мы проводим конкурс по бурятскому языку. И на этот конкурс съезжается около 70 школ. Ну, в каждой школе по 10 учеников. И в общем где-то на 700, 600-700 детей собирается здесь, прямо в этом здании проводится. Мы их кормим и устраиваем различные конкурсы. Ну, в основном на знание языка. И здесь, с одной стороны, также соприкосновение с культурой, получается, с религией, может быть, да?
нам помогает Министерство образования Бурятии, Министерство культуры. Они по одному конкурсу берут и ну, как бы помогают. Там питание, призы, конкурсы. И ну, здесь у нас два больших торговых магазина. Они по одному конкурсу берут. Абсолютно питание. И у нас издательский домный фонд «Полис» он берет. Первый конкурс, который в году проводится, и вообще они начали. Это газета местная. И потом у нас есть еще одна газета «Бурятия Нун» называется, «Бурятия Русский», она выходит из издательства совместно с администрацией главы и комитетом по сотрудничеству. Это там с ними или как-то Как-то вчера нам сказали. Межнациональным отношениям и развитию государства. Да, с этим комитетом тоже работаем. И они нам помогают в проведении этих семинаров разных. И какие-то круглые столы и так далее. Вот сейчас у нас в июне будет 29-30 числа. Также сказать, я забыл слово. Надо же так забыть. Конференция по ИТГУ. Да, была на ИТГУ. У нас послания ежедневные идут. Мы собираемся здесь на русском языке, на бурятском, на монгольском. Сейчас очень много стало паломников в Монголии. И также и внутренние Монголии много людей приезжает. Что такое внутреннее? Ну, это в Китае. Китай. А вы на каком факультете учились? В Индии что ли учились? На философском. На философском? Да. Вот где этот Далай-Лама, да, этот город? Там учились? Не совсем там. Они Там там. мы много раз бывали, А, а наш университет в другом городе. да, располагался к югу от Дели, в 2000 километрах к югу, там штат Карнатака. На юге Индии. Да, на юге Индии расположены 3 больших тибетских монастыря. В одном из них мы обучались. Ну, это традиционно. Выходцы нашей родины обучались в этом монастыре еще до, уже в прошлом, позапрошлом веке. И мы тоже. Да, это Как вы традиция. туда попадали? Как вы туда попали? Мы сначала начали здесь учиться. И собралась группа, и мы в 5-м году выехали туда. Ну, вот, учились. А климат как выдерживает на юге Климат, Индии? ну, такой нормальный можно. Много людей живут. А вы после школы сюда поступили? Да. А потом уже туда поехали? Прием без конкурсов и так далее, просто как Здесь? заявительный характер. Да, мы просто через собеседование и изложение по-русскому пишем. Мы почти что берем всех. Если у человека нету справки, но психически отклонение, человека с психическим отклонением мы пока не можем как-то вылечить. Но с ними трудно, поэтому берем почти всех. Но так, первые 2-3 месяца они такой тестовый режим. И за этот период, да. Ну, если Не выдержал. ну, кто-то приезжает и понимает, что это не его, так же особо никто сильно не знаком с буддизмом, можно сказать, кто может приехать из других районов и так далее, регионов. Ну, вот чтение месяца 2-3, человек решает именно оставаться. Ну, если всего 100 студентов, значит от всех достаточно большой. Дандар Лама наш, он закончил же и Волгинский. Да, здесь он Здесь полностью он обучился. учился. И мы с ним однокурсники. Мы с ним вместе здесь начинали.
Вам большой привет от него. Утром мы созвонились, он обрадовался очень, что вы лично с нами встречаетесь. Это большая честь для нас. Хорошо, ему тоже привет. Слушай, а вот мы к вам подъезжали, и перед нашей машиной два журавля пролетели. Это что? Я не знаю. Ну, Они по своим делам летели. Хорошая примета. А мы как это хороший знак. Да. восприняли. Ну кто как воспринимает по-разному, конечно. Ну, а так у нас помимо такой, ну здесь мы обучаем ребят направлению, больше университет имеет на подготовку таких хороших кадров для наших пацанов. И если эти ребята будут хорошо обучены и ну, станут просто, может быть, хорошими людьми, и это поможет нашему обществу. Я не беру какой-то большой цели, что хочу распространить буддизм и так далее. У меня как бы такой себе особо цели нет. Охота, конечно, больше, чтобы нормальных людей было. Бывает так, что некоторые совсем ударяются в религию и начинают какие видеть надо так вот 2 рубля пролетели, и это хороший знак. Но это совсем уж суперрелигиозный какой-то аспект, я не поддерживаю. Может быть, он и нужен кому-то, но сейчас у нас общество такое, что немножко нужно, чтобы внутри человек воспитывался, и, ну, если совсем так короче сказать, был помнить добрее, что ли. И эти ребята, если такими станут, они будут работать и служить в национах. В этих национах все равно люди приходят в эти дацаны, общаются, и если они сеют будут семена добра, то я думаю, это будет самое такое хорошее. И вот по этим проектам и так далее мы с радостью работаем. С заключенными у нас есть работа. Ну, прямо такой назвать прямо работы я не могу, но я несколько раз вижу жизнь в колонии, все на самом деле так красиво. Там около 200. И там с разных регионов наверняка, я даже не знаю, там в зале они собираются, если они встречаются, и веду беседы, после этого индивидуальные какие-то. Но там все под охраной, но в любом случае с ними как-то работаем. И также у нас есть несколько колонн в Иванове. И строгого режима. С ними также мы работаем. И проводим молебны и так далее. Ну, человек попал, и чтобы второй раз обратно уже не пришел, с детьми, в школах, и там в школе прямо сидеть про буддизм рассказывать тоже не получится. Поэтому мы стараемся систему рассказать. И здесь, когда конкурс проходит, мы не можем прямо перезагрузить. Здесь, прежде всего, наверное, язык через это. А так, в основном с районов приезжают, они традиционно являются буддистами. И зачастую бывает так, что молебны большие, зимой или в холодное время, и они с родителями приходят, и там много народа, как всегда. Холодно, толкотня, пришли, непонятно, что это делали и разошлись. И вот у них такое ознакомление происходит с буддизмом сначала. А здесь мы стараемся сделать так, чтобы они утром пришли, позавтракали, после этого поучаствовали в конкурсах, потом вкусно поели, пообедали, и после обеда они могут немножко поиграть, потому что основные конкурсы проходят у нас до обеда, и после обеда еще какие-то, ну, не совсем они насыщенные. После обеда они между собой общаются, с разных районов есть между собой вот это общение происходит, и вечером где-то ужин чуть пораньше, наверное, и где-то часам 5-6 награждение, и после этого есть такое, если с районов, дальних районов их приводит, это уже праздник, что они поехали в Улан-Удэ или же в Дасан. Приехали, и они могут тут целый день поучаствовать. Некоторые не так далеко возвращаются, а кто издалека, они остаются в Улан-Удэ. И
и вечером может и в кино сходить и так далее. Это для них больше всего праздник. А причина была конкурс Датань. На датанский конкурс поедем. Это где-то недели 2 они готовятся. И вот этот весь процесс, я думаю, такой тоже воспитательный такой характер. Человек работал недели 2, и вот теперь результат он приехал. Ну, вот такого образа. Но проводится у нас работа. И, ну, по сути, если общее взять, ну, буддийское традиционное солнце для людей, как бы, ну, это молебны и так далее, оно как бы уже есть. Помимо этого, Хамбалама, там больше проводит такую работу, что создает социальные атары. Ну, вы слышали, да? Ну, социальные атары. Создают овец. Очень интересный проект. Да. Вот этот проект он начал в 2013 году. В 2013 году у нас гостил Владимир Владимирович Путин, и при разговоре возникло, как и Хамбалама предложил вот такой проект. Вот, чтобы люди оставались в селах, а то у нас все переезжают в Улан-Удэ, и народ уезжает в Южную Корею работать, знаменитый, наверное, потому что наши там работают. И кто в Москву, кто, если не получается, то в Америку. Вот таким образом происходит большой отток населения из республики. Чтобы задержать людей на местах, ну, вот такой проект ввели, и на это выделено было средства администрации, или как там выделено, около 70 миллионов рублей. И на это потихоньку начали закупать овец. Овец такой местной породы, бувен, которые больше кормятся подножным кормом. Если такой меринос и так далее, там коронные, то их надо содержать в кошарах очень затратно. Сейчас у нас совхозов нету, мы это не можем. А так, такой там корон, грубошерстная порода бувы, его разводят, разводить более легко. И получается, ну, это проект примерно такой, что вот в этом году вам 300, вам 300 раздается, и через год Я должна буду 300 вернуть, кому-то нет? Нет, 100. 100. 100. Приплод, после 100. всего, из приплода вы возвращаете 100. Вы 100, вы 100. Из этого кому-то дается другому. да, группируется еще одна новая атара и передается другому. Вот таких атар где-то около, наверное, 36, что ли, в этом году будет. И в этом году будут раздавать еще 5000. Бывало так, что до этого проекты были, просто отдавали, люди брали, и после этого непонятно, куда оно уходило. А сейчас такое, что 300 отдали, и человек должен 100 вернуть через 2 года. Еще через год еще 100, еще 100. И он, как может быть, в течение 10 лет отдать 1000 вернуть. И это для него еще как-то не безболезненно. У него уже 300, приплод у него где-то 250, 200 точно. Еще через год еще больше. И получается для него сотню, если он хорошо будет смотреться, не так болезненно. И поэтому вот она, если первичные средства, которые были выделены, и на них были накоплены овцы и так далее, они, может быть, сейчас уже все реализованы, но это продолжает дальше идти, так как она собирается уже из уже существующих атак. В Туве такой был опыт, они 300 брали, потом через 2 года передавали другому, еще через 2 года они уже стали. Через 5 лет они уже стали. Это 5 лет. Это я слышал так, я не знаю. Но у нас более такое, что таких молодых передаем, и получает 300 совсем молоденьких ягнят, и они на будущее будут уже отелывать. После этого из нового отелывания передают другим. Вот такой проект он пока работает. Еще одежду там из шерсти шьют. Ну, если, начали. да, Очень активно. если овцы, то уже
шкуры. И шкуры выделывают активы. И у нас прямо в Датане на такой цех и в течение 5-6 лет, пока пробовали и так далее, создали вот такой метод, чтобы его выделывать. Сейчас мы привыкли к сухой, как они легкие, как бы, ну, они теплые, легкие. До этого по старому методу, который выделывали наши старшее поколение шкуру, она не соответствует, можно сказать, тяжелым, потому что в теплом помещении она начинает пахнуть, грубая, тяжелая, и уже неохота надевать. Стараемся, чтобы сразу пуха не ходить. Ну, метод такой разработали, и после этого шкура становится легкой, и она не пахнет. И, ну, такие какие-то химикаты, уксусы, ну, современные вот какие-то эти, да, современная обработка, и поэтому после этого уже шкура она такая. Но она натуральная, его одеваешь, она дышит и так далее. Вот, овцы есть, с одной стороны она мясо дает, с другой стороны уже шкуру. Да, шкуру используют и получается. Вот такой из оленей мозга можно сделать. Ну все, едят. Мгм. Все прям практически до мозгов, да. Да. И шкуры из лапок внутри, Мгм. из других там сейчас спальники шьют из шкур. Короче, Юрты, юрты, космические эти заготавливают. Из чего? Заменят зубов. зубов. Я Да, первый раз в слышу. этом, в аппаратуре. Ну, Это Зоя срезают. Афанасьевна говорила, олень одно из редких животных, которые говорит, на 102% используют. А когда сказали 100, понятно, а 2% это что? Экскременты оленей идут на изготовление вот этого мезима форта. Ферменты. Так что если живот заболеет, что-нибудь другое возьмите, да? Почему? Это натуральная, Это я так ферментная, просто. лекарская. Да. Это думается, Находнилова рассказывала. Ну, вот такой проект он у нас идет. И, ну, стараюсь поддерживать. Не просто молитвами, а так. Да. Вот я читал, что вот когда открывался первый радиоканал Да. на бурятском языке, там лама тоже участвовал в отборе диктора. Это Хабалама. Он участвовал, да? Не, А? он Или и создал. Он создал? Да, А, это его ничего себе. проект. Да. То есть вот роль, да, вот, санкции Мгм. в развитии культуры бурятского народа. Интересно? Он говорит, что вот, сейчас у нас, да, в этом, на канале России, Вести и так далее есть, но часы очень маленькие. Там где-то час на дню и все. Ну, здесь был вопрос большой, что на 24 часа на бурятском языке вещание нужно. И вот он чистоту попросил, выкупили, нашли людей, там она дорогая. Да. И вот ее нашли, и вот как раз. Но у нас она вещает на 5 диалектах. У нас проблема с тем, что с якутском Мы вот вчера разговаривали. У нас нет диалектов. диалектов. когда диалектов Ну, нет, с одной стороны скорее, легко, да. У Нет нас- диалектов, а один диалект. У нас говора нет. То есть говор только есть, он отличается. Вилюйский, там северный, как бы там. Произношение. Интонация, да. Мгм. А так язык один. Один. Но у нас прям диалекты. У нас нет. То южные, с южных районов может не понять человека с северных регионов. Но с запада, с востока, если два бурята встретятся в Улан-Удэ, если разговаривать будет на бурятском, они могут не понять друг друга. Но при общении недели, Произошло Про- разобщение но они языковое. далеко жили, Один народ, территории другой. большие. А у нас-то еще больше территории. Тогда не Якутии. знаю. У нас просто, как вот сказали, у нас предков мало было. Мало якутов пришло, поэтому мы все один народ. А тут что Нет, предков? а здесь много разных Много происхождений. Родов. Ага, даже вот я читал про песню Найнава, да? Вот в Ираке есть провинция Найнава.
Да, да, да. Ага, и там, когда монгольское государство было, одно бурятское племя жило там, в Ираке. И когда монгольская империя разрушилась, они сказали, мы поедем домой. И они прорвались от Ирака до Бурятии с боями, да? И написали песню о том, как они жили в теплой стране с вечным летом, зеленой травой и мне. До сих пор скучает. Майнова один бурятская песня есть. Одна версия такая печальная песня. Но у нас очень много родов на юге живут те племена, можно сказать. Бурят как такового раньше нет. Буряты мы стали, наверное, не знаю, в 1920 году уже за нами закрепился бурят. А до этого нас все время записывали как инородцы. Инородцы не всех, наверное, записывали. Да, не русских всех, Всех, в смысле, мы тоже были внесословные. Почему? Там можно было сказать бурятов. Тувинцев писали по-другому. Других этих тоже писали по-другому. Якутов писали инородцы. Не, ну мы якуты, Да. инородцы. Да, якуты, Сахар. это уже было. А у нас никак невозможно было одним назвать. Поэтому всех объединили. Ну, Советский Союз, коллективизация и общее название буряты. Но до этого оно начиналось потихоньку быть. А так племена совсем разные. Поэтому у нас диалекты немножко отличаются. Но мы все сейчас вместе в одной республике живем, а диалекты они разные. И поэтому он вещает на 5 диалектах. А государственный язык один из диалектов, да? Бурятский. Да, он есть государственный, но он немножко сложноватый в изучении. И представители некоторых районов не могут произносить отдельные слова. Поэтому у нас вот взяли сами северный диалект и сделали его как бы общим. Да. Вот эта политика шла максимального отделения от Монголии. В советский период. Бурят отдельно это отделить, и максимальное отделение шло, и поэтому такой диалект взяли более непонятный. А до этого у нас было 2 больших диалекта, которые один был очень близок к монгольскому. Его полностью можно сказать. Филингитский язык такой. И сейчас вот на 5 диалектах нормально. И мы не стараемся прямо как бы претендовать на государственный какой-то язык. Наша задача хотя бы сохранить. Сейчас у нас очень много людей уже не говорят. Уже целое поколение пошло, которые не знают бурятского языка. А с потерей языка, получается, человек теряет культуру, и он, ну не знаю, он лицом будет выглядеть на бурята, а внутренне он будет никакой. Он и русским не станет, так как он внутренне совсем другой. И он как-то все время как бы бесплатным приложением будет ходить. И все время у него внутри будет какая-то, не знаю, врожденное какое-то недовольство, что ли. Или же как-то он неполноценным постоянно будет себя чувствовать. Но мы, развивая вот эти языки, культуры и так далее, не стараемся как бы человек каким-то супернационалистом и так далее. У нас задача немножко иначе. Если внутренний человек будет богат языком, будет знать свою культуру, будет знать свою религию или же учение, или буддизм тот же возьмите, он будет внутренне богат. И тогда, может быть, даже и межнациональных каких-то отношений может не возникнуть. Обычно почему возникает, когда озлобленный народ все время думает, что приехали захватчики нас захватывают. Потом другие какие-то национальности приезжают, и он начинает бояться, потому что он уже потерял. Поэтому добавил еще что-то добавляется, у него двойной страх, и это ситуация усугубляется. А если внутренне он будет богат, то он будет нормально себя вести, и как бы ошибок таких он не сделает. Но внутренне богатый человек, он будет на мелкие какие-то вопросы обращать внимание. И вот такая у нас задача. Поэтому всякий диалект, если даже в своем родном районе живут, он говорит на своем родном диалекте, и это
так, с одной стороны, красиво очень звучит. Они поймут друг друга. Общий язык у нас русский так и так есть, они смогут найти общий язык, поговорят. А так на своем он и скажет, что другой тоже не получается у нас вот такой богатый язык с разными диалектами и так далее. А так все общее смешать и непонятно чье, это как бы тоже один такой подход. Если на стол положить множество разных блюд, то стол у нас будет богатый. И в межнациональных отношениях мы тоже так же говорим, что любая нация, любой народ имеет право жить и знать свою культуру и так далее. И Россия многонациональная, Бурятия многодиалектная. Я совсем говорю, вот мой родной диалект, я его, если буду хорошо знать, поставлю на стол хорошо, блюдо приготовлю. И там у нас на столе очень много красивых блюд будет. Поэтому диалекты, они, с одной стороны, как-то еще подстегивают людей, что вот он с того района должен знать свой язык, свой диалект. Говорит на своем, и человек вот это как-то включается, и он начинает на своем говорить, и получается язык он не забудет. Разговорный у нас пока на таком уровне. Если он будет разговорный, и на письмо можно потом положить. Не будет разговорного, нечего и на письмо ложить. Писать нечего. Да, поэтому мы стараемся такой разговорный поддержать. Ну, на каком уровне? На уровне правительства какие-то средства выделяются и так далее. Но старается что-то делать. Ну, вот, внутренне, если богатый будет, то я думаю, намного лучше станет. И в этом у нас и буддизм может помочь, и знание языка, культуры. Я думаю, такое. Вот, в общем, примерно так. Еще что у нас происходит в Ну, до 1937 года у нас было 44 татана. Множество людей обучалось и так далее. В 1946 году, после войны, наверное, Валера уже рассказал, как его римский татан. Ну, 2 татана до 90-х годов было. После 90-х годов, когда можно было уже открывать татаны, начали потихоньку восстанавливать, сейчас большинство татана уже восстановлены. Но не в районах находится. Культурные центры, можно сказать. Ну, раньше он был такой и культурный, и какой-то, ну вот татар он был. Раньше буряты вот такими селами не жили. Они отдельными такими маленькими улусами, может, 3-4 семьи. Улусы называется, да, у вас? Да. И там они так по всей долине были разбросаны. У нас тоже улусы же. Это слово. Стоянками. Оленей, наверное, пасли и жили так, да? Но у нас тоже животных пасли и жили по всем. Да там он составлял некую культурно-образовательный центр. И все люди приходили туда, общались, А у нас нет. встречались. И я слышал, да, там и рыбки были, где железо, чай, соль и так далее. Их же в лесу не найдешь, ну, поэтому они там. И если что-то нужно делать, они приезжают там, покупали ткани, ну, такое место. Назад и перед там были такие же. И он получается центр. И в Датан отдавали одного из сыновей обязательно. Людей обучался, грамоту изучали. Если надо было грамоте обучиться, у нас сторона вообще такой язык. С какого времени у вас грамота? Грамота? Да. Ну, она давно, вот это, грамота все оставлено, все языка, все. Видите, как лежат почему-то. Не было, Был, наверное, свой Нет. язык? Не, у нас Язык был руническая письменность была, не потеряна. было как таковой письменности. Нет, вот здесь Распространенной. руны. Есть она, но она как распространенное писание не Ну, было. руны это священные. Да, Их Да, всем это нельзя. вот именно. А тут уже вот про Здесь другое я.
письменность. А здесь- ну, Ну, народная. просто ведь буряты, они раньше, у них же тоже вера-то, религия была языческая. И как бы буддизм это как бы Какого религия, времени? которая привнесена. 1740-х годов. Она, видимо, до этого еще начинала, ну, 1741 год мы датируем. Вот. Да? Да. Буддизм он тут Да, не да, совсем да, такой нет, он прямо не понятный. древний, да. Да, Ну, с приходом буддизма, вот эти учебные центры и так далее. У нас, если буддизм, то обязательно нужно образование. Его просто так, как читать, знать, что ты читаешь. И вообще она направлена на развитие человека. И поэтому мы стараемся, вот, у нас вообще Будда это идеальный человек, у которого нет каких-то эмоций и так далее. Вот идеальный человек. Вот его мы называем Буддой. И для достижения этого прилагается некоторый путь. И вот этот путь все изучают, практикуют по этому пути, тренируются, претворяют в жизнь и так далее. И поэтому она вот без обучения никак. Поэтому у нас, если Дасан, там обязательно школа, письменность. И без философии он на самом деле не продержит. Поэтому она такая. Философия, она такая, что направлена. Такое, что чтобы человек все время развивался. И, естественно, если Дасаны такие были, и развивали язык, понятно было. Но у нас на старомонгольский язык переведено очень много литературы. А так у нас здесь, конечно, изучают на тибетском языке. Я не знаю, почему до 1937 года не перевели, но большое количество книг были переведены на старомонгольский язык. Философские, в том числе трактаты и так далее, все были переведены. Но диспуты вот эти философские велись на тибетском. Он короткий язык тибетский. И, видимо, для диспута он как раз подходит. Поэтому, да. Сейчас мы даже взяли направление все не переводить, оставить его на тибетском, также и его изучать. Потому что если все это переводить, очень много времени потратить. Переводить на бурятский язык. Ну, на любой, даже на русский. Если переводить, то все эти системы, диспуты, они очень такие сложные. Вряд ли можно за короткий период перевести. Да и переводчиков у нас не так много. Поэтому решили взять направление изучать на таком, котором до этого изучали, и мы сами изучали. Но это научить человека тибетскому максимум, наверное, 3 года. Ну, за 2,5 года. Но они у нас учатся за 4-5 месяцев уже сносно читать. На втором курсе уже более-менее переводят. И мы их сразу на диспуте бросаем. Как бы для изучения легкого получается. Да? Не скажу, что ли. Ну, он такой не очень трудный. Да. Ну, классический, много терминов, много слов, а так он разговорный не такой уж тяжелый. Грамматика похожа на европейский язык. Должна быть. Они же родственники с китайским. Ну, она больше вышла из санскрита. А, Да. Но он такой понятный язык. Его не так сильно, не так трудно. Через 3 года наши нормально уже знают. О, интересно. А в Индии на каком языке обучались? Как же Уже на тоже тибетском? На тибетском? Да. Да. То есть вы тогда знаете и старомонгольский, и тибетский, и Сколько английский, языков вообще? Надо русский, спросить. бурятский, да? Подождите, спросить надо Да, к сколько. сожалению, Понятно. старомонгольская письменность, она мне хромает. А, А вообще сколько языков? Да, сколько? 2. Тибетский и русский? Тибетский, русский, но бурятский знаю. Ну, 3. Да, 3. и английский, когда в Индии жили. Ну, такой, да, есть, конечно. Ну, тем не менее. 5-6 языков знаю. А Да, санскрит? монгольский знаю, Да. Вот, хинди вот. знаю. Хинди. Вот, видите? Сейчас Ну, я как Ленин знал 5 языков. Это я шучу, но как знаю, но я могу сказать, что я на русском нормально могу разговаривать, я пойму, наверное, много чего. На бурятском также очень много чего пойму. 70-80% есть понятно.
тибетский, но он, наверное, лучше всех. Ну, мы его больше изучали. И, ну, английский тоже я пойму. Ну, поговорить тоже, наверное, а так хорошо поговорить я не смогу. Ну, рассказать сейчас какую беседу сейчас ведем на английском я не смогу. Но если меня бросят в центре Лондона, я разберусь. Поем, куплю билет, может быть, на работу устроюсь и заработаю денег и приеду. Ну, допустим, так. Совсем не потеряюсь. На хинди, это индийский язык, но тоже на нем. Но на нем пришлось разговаривать, потому что приезжали вот, в Кармасалу, например, приехали. Мы с юга, это 2 сутки на поезде, нужно ехать к индусам. Там все на хинди разговаривают. Потом приезжаешь, и наш народ приезжает на учение, после этого они все отправляются в магазин, они что-то хотят купить, а там все продавцы индусы. Чтобы нас очень много не обманывали, то есть они вот разговаривают на их языке. Естественно, если видят не индуса, вот этот стакан стоит для индусов, ну, может быть, 2 рубля. А для нас он будет все 100 стоить. Ничего себе, уровень обмана. Да, ну по-разному. Но они могут спокойно сказать 100 рублей или как. И чтобы более как-то торговали с ними, водили. А там в основном общение с таксистами и так далее. А у них особо, ну, в офисах, в официальных встречах по-английски они очень хорошо разговаривают. Ну, это уже образованные люди. А так, таксисты, водители автобусов, продавцы магазинов, у них английский не очень хорошо. Они больше на хинди. Ну, с таксистами, с водителями вот этих рикшу, они особо английского не знают. Приходилось с ними, ну, ругаться. Или, ну, вот такое общение такое живое происходило. Очень помогает, надо сказать, когда ездит на учения с Якутии, в среднем это 20-25 человек каждый год. Ну, вот, в течение 9 лет мы ездим, это декабрь или январь, зависит от того, как его святейшество объявляет обучение. И если вы не монахи родом из Бурятии, Калмыкии, Тывы, мы вот первые года мы бы пропали, это точно, потому что никакой английский, французский не спасает, там, Бадгаи, Варанаси и так далее. Поэтому это такие наставники, это волонтеры, которые просто сопровождают, и это такая охрана, защита, духовная в том числе, и помощь вот в языке очень мощная. Мы там также работали, мы на то, что работали. Приезжали, встречали гостей, и через года 3, наверное, таких встреч человек уже может нормально разговаривать на хинди. Я, кстати, до 8 курса, наверное, особо как-то не знал хинди. Первые несколько лет мы никуда не выезжали, у нас с визами были проблемы и так далее. Мы там компактно жили в Татарстане. Потом один раз выезжали всей группы, и там кто-то английский знает. А там особо языка не нужно знать. Приехали, сели в поезд и между собой разговаривали. И увидели так. И так как-то я остался. На 8 курсе меня избирают старостой и хозяйственные дела по общежитию. А это нужно уже разговаривать с индусом. Тибет я там в этом не помню. Так вот там начал потихоньку с ними разговаривать. Ну, что-то надо говорить, какой-то там. Ну, яма может быть, или стол. Там все равно с индусами нужно разговаривать. Приходилось уже там учиться. И 2002 год был это. Далай Лама давал большое такое посвящение. Много людей собралось. И это было далеко. И так как я старше, должен был поехать. Мы с своими ребятами приехали, а там группу избирали. И, естественно, их надо расположить. Они так и были уже расположены. Но они сказали, хотим накормить ребят. А нужно было договариваться. И опять там вот. И вот там прямо на ходу мы учились. И они захотели куда-то поехать. Но мы с ними опять сели, едем, ну, более-менее. Но первый год такой, он прошел. А на следующих годах мы уже как-то уже приперлись. Учились, и через 2-3 года более могли сложно изъясняться. И понять, что они говорят. Они хотят от нас.
Ну, поэтому и язык хинди вот так. Он тоже легкий, я писать не умею, но писанину не разберу. В основном там же у них английский язык, хинди. На хинди вот такие палочки, я их не разбираю, но они все дублируются по-английски. А санскрит? Санскрит изучается только в учебных заведениях. 3 деревни остались, которые разговаривают на санскрите. В Индии. Да. До сих пор. Ничего себе. Ну так говорят, они не знаю, насколько они так разговаривают, но мало ли. И действительно на Москву похож, Да, он похож. Да. Мгм. Ну, двери, там, дорогозя, говорят. Да. Ну, просто, наверное, культура была такая, что много